Салям алейкум, саяхалы достар. Тревел-проект Джанла Феми сегодня на Мангупе. Рядом со мной телеведущий мусульманского русскоязычного телеканала Алиф ТВ Анвар Тушаков. Анвар, я знаю очень интересную историю, как сибирский татарин вслед за любимой приехал в Крым и теперь живет и работает здесь. Ну Как да, так получилось? ассаламу алейкум, здравствуйте. Значит, да, действительно, есть такое дело. Я сибирский татарин, жена у меня крымская татарка. Да, так получилось, но в свое время, в 2014 году, кстати, год, когда у меня жизнь поменялась кардинально, и, видимо, я хотел поменяться, вот она, может быть, так поменялась. Значит, съездил я, значит, получается, с делегацией от Москвы, представлял в Петербург, такая страна вообще, да, странные обстоятельства, Петербург, Москва. Вот, съездил я на, получается, на форум татарской молодежи, который проходил, Всемирный форум татарской молодежи. И там встретил девушку по имени Зенефия, вот, и с тех пор, так сказать, мы с ней общаемся. Вот, на данный момент, получается, мы недавно отметили 2 года семейной жизни. Вот, у нас есть результат нашей, так сказать, такого общения, это ребенок уже. Сотрудничество, да, общение, так сказать, да. Вот, ну да, так получилось, что на тот момент я уже жил в Москве. Кстати, вот, получается, я в то время буквально около месяца все ли жил и поехал как раз на форум. То есть я был еще такой не до конца, так сказать, москаль, да? То есть я еще был петербуржец, вот, и приехал покорять Москву, и, соответственно, вот, у меня так получилось, что и семейная жизнь тоже наладилась. Вот, ну, постепенно начала налаживаться. Вот, живя в Москве, работая в Москве, и уже, получается, сыграв свадьбу, мы смотрели и жили, и думали, как бы так было бы хорошо, если бы мы жили где-нибудь в Крыму. Вот, во-первых, для, так сказать... как это вот после большого города, после Петербурга, после Москвы приехать в Бахчисарай, где вы сейчас живете, в глушь фактически? Ну, на самом деле, я, можно сказать, родился в небольшом городе, поэтому я не могу сказать, что я прямо такой, так сказать, столичный, да, парень. Поэтому я родился в Тобольске, это небольшой город. Поэтому, что такое маленький городок, мне известно, мне приятно чувствовать себя в каком-то такой вот небольшой, так сказать... Небольшое пространство. Да, небольшой столице даже, можно сказать. Вот, поэтому мне было не так сложно. И когда вот, допустим, в свое время я понял, осознал, так сказать, и понял цель своей жизни, да, то есть для меня все остальное стало как-то уже на второй план. То есть если я стремился до этого быть в гуще событий, стремиться там, допустим, я стремился в Петербург, чтобы это почувствовать, чтобы там реализовать себя, потом в Москву, то когда я уже нашел цель жизни, я уже, конечно, уже не смотрел на вот эти вещи. То есть для меня было больше какой-то важная духовная такая составляющая, то есть общение, вот такое вот. То есть поэтому в плане в этом, в Бахчисарае, вообще, в принципе, в Крыму мне этого хватает. Главное общение. А где я нахожусь, в принципе, по большому счету, не так уж и важно. Я хочу напомнить, что аудиоверсию нашей беседы вы сможете послушать на сайте janly.online. Анвар, расскажи про город Тобольск. Это, насколько я знаю, интеллектуальный центр России, да, и Менделеев там родился, и очень много декабристов, и потом уже... Ершов, да, в советские годы очень много интеллектуалов были сосланы в Сибирь и поселились и остались в этом городе. И вместе с тем это центр татарской культуры, татар Сибири. Вот хочется узнать немножко побольше об этом. Что это за город, что за атмосфера там? Вот, значит, это большой красивый город, его называют маленьким Парижем, потому что сейчас его так вот превращают вот в такой вот, в тургород, туристический город, то есть у него очень идет большое вложение. И я когда приезжал в него чуть позже, допустим, после того, как я уже жил в Петербурге, я, конечно, не узнавал его, потому что он совершенно поменялся в лучшую сторону. Вот, значит, да, там действительно были Достоевский, и родился там и Менделеев, и Ершов, значит, и даже вот моя, помню, школьная учительница говорила, что на квадратный километр там превышает интеллигенция больше, чем в любом городе России. То есть так оно и было. То есть действительно, как бы, если вот по большому счету взять и померить, то там было очень много людей. Там были декабристы, были жены декабристов, и были другие люди, которые приезжали туда и повышали, так сказать, интеллектуальный уровень. То есть до сих пор существуют люди, вещи, музеи, какие-то экспонаты, которые напоминают об этом, и они очень сильно возвысили его. То есть если, допустим, на тот момент он был по уровню немножко только диковатый, то вот эта, так сказать, волна декабристов, волна интеллигенции, она, конечно, возвеличила. И до сих пор... Как это отразилось на татарской культуре? Сложно сказать. Здесь это такой вопрос, наверное, такой больше философский. Но я думаю, что здесь... как это можно оценить? Значит, во-первых, татары, они в основном мусульмане. А ислам, он что за собой несет? Он несет за собой
прогресс. То есть ты должен постоянно прогрессировать, ты постоянно должен учиться, постоянно быть вот каким-то таким вот, как сказать, развивающим человеком. Да. То есть почему, кстати, вот называют интеллигенция, вот как вот мне один товарищ сказал, кстати, это Али Полосин, да, вот он, кстати, интересную вещь высказал. В Коране говорится это писание для людей размышляющих, то есть интеллектуал. То есть интеллигенция и интеллектуал — это одинаковый корень. То есть получается. И люди, интеллигенция — это по сути люди обучающие, то есть интеллектуальные, если вот так посмотреть. И вот, поэтому он все время сказал, что как раз в Коране уже в то время, да, уже было понятие интеллигенции, то есть люди размышляющие, то есть идет обращение, то есть там, те люди, которые как раз получается интеллигенция. Вот. И, соответственно, если смотреть с точки зрения, как он повлиял на татарскую культуру, ну, конечно же, татары, они были очень такие вот люди, как сказать, развивающиеся, поэтому вот, они впитывали все дело, переваривали как-то это дело и проецировали это все дело на культуре. Я думаю, это все дело отразилось, наверное, в лучшую сторону, потому что на данный момент сейчас мы имеем интересные экспозиции, интересные вещи и много чего, что можно сказать, что действительно та культура, которая была, она, конечно, возвысилась на большую степень. А ваша семья, вот расскажите о вашей семье, чем занимаются родители, как вообще вот обстоят дела еще с сохранением традиций языка? Ну, значит, я родился в семье геолога и математика-программиста. Вот. Нас вообще 5 в семье, я самый младший в семье, получается, еще у меня два старших брата, Рустам, Рашид. Вот, значит, семья очень довольно-таки интеллигентная, очень интересная. Вот, мы знаем, допустим, вот, что со стороны отца мы ведем свой род от бухарских татар, которые пришли из, получается, из Узбекистана, принесли тоже, кстати, интересную волну, так сказать. Целый пласт культуры. Да. Если смотреть со стороны матери, то мы прямые потомки, получается, хромого Тимура, Тамерлан, то есть, получается, мы знаем древо свое, то есть, и с той стороны, и с другой стороны. Вот, значит, очень интересная семья, очень колоритная, потому что у меня отец, он больше вот именно как раз вот такой вот сибирский татарин. Мама, у нее есть и сибирские корни, и казанские, как бы, и даже, кстати, и крымские есть. Вот у нас прабабушка была крымская татарка. Вот, как потом я, оказывается, узнал. Вот, то есть я не обращал на это внимания, потом уже начал как-то интересоваться, об этом узнал. Значит, сохранением культуры, ну, мы постоянно как бы были в гуще событий, татары, они все время как-то организуют какие-то интересные межсобойчики, межлисы, какие-то такие интересные, да, то есть собрания. Вот, поэтому это все дело живо. Это в Тобольске. Это в Тобольске, да. То есть вот так вот. И у нас, допустим, есть очень хороший культурный центр, вот где-то все дело есть. Но я не могу сказать, что это на таком уровне, как хотелось бы, но, по крайней мере, на сохранились имена, да, сохранилась религия, сохранилась национальная идентификация. Религия, да, имена не совсем, идентификация все-таки есть, да. А язык? Язык, да, он все-таки сейчас входит вот все-таки в статус умирающих языков, да, то есть, допустим, но он имеет свое развитие. Вот, также, кстати, у нас в городе есть различные школы, в которых преподается, допустим, татарский язык, вот, то есть есть различные курсы. Вот, кстати, к этому приложил руку мой двоюродный дедушка, его зовут Анас Абый, вот, значит... Анас Абый, да, получается. Вот, значит, это человек, который, получается, еще в советские времена начал и, можно сказать, пробивать дорогу для религии, для татар, и давно хотел возвести их в отдельную группу, сибирских татар. Именно сибирские татары в отдельную группу? Да, в отдельную группу, потому что есть все-таки отличия, есть и по культуре, если смотреть, и по языку, есть значительное отличие. И даже дошло до того, что язык ЮНЕСКО признал как умирающий язык. То есть сейчас он занесен, как бы уже, получается... Так же, как и крымско-татарский, к сожалению? Ну да, видимо, да. Самовар часто можно встретить в Западной Сибири, вот, потому что это такое, так сказать, согревающее мероприятие, то есть, чтобы выпить попить чая самовара, да, то есть ходить в баню. Кстати, я удивился, что в Крыму не так много бань вообще, в принципе, вообще есть ли тут баня вообще, если честно? Вот не знаю. Для меня это был большим шоком, да, потому что в Западной Сибири, допустим, да и не только в Западной Сибири, по всей, может быть, даже России, часто можно встретить, даже не часто, а практически всегда можно встретить баню. То есть обычно люди сначала делали себе баню, то бывало даже, что и жили первое время в ней, а потом только строили дом. То есть это было настолько это было важно. Да, это очень было важно. То есть... Ну вот интересно, на самом деле чай из самовара, он другой. Он такой более насыщенный, вкус раскрывается. Если в
в Крыму такой культ кофе, то в Сибири это такой культ чая, наверное. Ну, конечно, конечно, да. Тем более в свое время, когда вот еще был шелковый путь, вот, кстати, те же самые бухарские татары, они все-таки, так сказать, узбеки, да, вот там сегодняшние, то есть они все-таки принесли это все дело, и сейчас это очень любят татары не только сибирские, но и казанские. Вот, есть какое-то небольшое отличие, может быть, сибирские больше любят какие-то такие вот хвойные травы, да, допустим, казанские больше такие полевые травы, вот, но везде и всюду и все-таки чай доминирует. Мне всегда интересно спросить у человека, который живет среди крымских татар, но все-таки может посмотреть на них со стороны, вот какие мы со стороны? Ну вот, если брать с точки Только зрения, честно. да, если брать с точки зрения, допустим, светской, так сказать, стороны, да, то светские татары, тех, кого я знаю, да, допустим, казанские, сибирские татары и светские татары крымские, они отличаются. Крымские татары светские, они больше в чем-то строже. То есть у них, Строже? Да, строже. То есть какая-то есть вот больше такое какое-то самосознание серьезное. То есть если там это нужно прививать, и это нужно постоянно поддерживать именно вот в этом плане, то это как-то с детства уже как-то идет. То есть в этом плане. Вот. Ну как это проявляется, например? Как это проявляется? Ну, допустим, если у нас еще есть какое-то размышление, что там как-то, допустим, может выйти там за татарина или за татарина, но здесь четко уже стоит вопрос, что, скорее всего, это будет за татарина. То есть с детства такая установка, да? Да, что то есть, браки да, должны быть язык только... поддерживается гораздо сильнее, то есть здесь как-то уже на серьезном уровне. То есть если у нас в семье, допустим, больше говорили на русском, а на татарском так слегка, да, то здесь исключительно, ну, как я замечаю, да, допустим, все-таки доминирует татарский. Может, вы просто не видели те семьи, где наоборот ситуация? Может быть, я поэтому говорю, что здесь такая субъективная точка зрения моя, да. То есть, А религиозная жизнь как отличается? Религиозная жизнь, вы знаете, по большому счету здесь отличий нет. Я не вижу отличия, допустим, от мусульманина, который живет в Западной Сибири, от мусульманина, который живет в Крыму, допустим, да, там. То есть я не вижу явного отличия. То есть какая-то может быть незначительная, но по большому счету она не видна так явно. То есть я вижу все-таки мусульмане в этом плане какие-то больше одинаковые, то есть в этом плане. То есть татары, они как-то больше, так сказать, видно отличие, то у мусульман я вот не вижу разности. То есть вот что там в мечети, то есть одни люди там, да, что здесь, как бы в этом плане я не вижу явно таких отличий. Анвар, как ты стал телеведущим? Насколько я знаю, ты даже работал в «Газпроме», был такой период в твоей жизни. У меня, да, большую часть жизни, так сказать, где я работал вообще, это я проработал. Наверное, самое такое место, где я работал больше всего, это в «Газпроме», да, это «Газпром» Санкт-Петербург. Вот, это я жил в Петербурге и вот работал в строительстве. Вообще у меня два образования, и они никак не связаны с телевидением. У меня первое образование — это инженер промышленная теплоэнергетика сфера. Второе, у меня экономист, экономика управления на производстве в сфере строительства. То есть у меня полностью строительное образование, то есть от начала до конца. Я поэтому работал около 10 лет именно вот как бы в этой сфере. Но параллельно я все-таки был вот как-то вот в этой творческой среде, то есть помимо музыкальной среды, помимо каких-то таких других дел, я был ведущим, разных мероприятий, то есть там от конкурса красоты до каких-то там стадионных мероприятий, условно говоря. Вот, значит, я участвовал в различных других таких вот студенческих сейшенах или, допустим, там, в том же самом Comedy Club Питер Style, стендап-комедии. Вот, и... Выступал на сцене со стендапами? Больше музыкальными стендапами, музыкальными зарисовками, так сказать. Их называют каратыши, музыкальные каратыши. Вот, то есть это такой отдельный юмор, отдельное такое направление, оно практически в каждом стендапе есть. Вот, обычно есть такой человек, который отвечает за музыкальный юмор. Я вот в Петербурге большую часть отвечал вот за это все дело я. Если в Москве Александр Родовский был такой вот гитарист, то в Москве отвечал за гитару это Анвар Тушаков. И, кстати, я единственный был в комедии, кого назвали по отчеству. Я был Анвар Леонардович, его гитара. Анвар Леонардович. Да, это было как бы для меня больше фишка, чем всех обычно называли какими-то прозвищами, допустим, там, да, вот, а я был с отчеством. Ну, с таким отчеством. Да, я всегда... Наверное, это отчество сама как фишка. Да, я с детства гордился своим отчеством. Вот, я маленько отошел от темы. О чем был вопрос? Вопрос был о том, как стал телеведущим. Вот, значит, смотрите, 2014 год, кстати, который стал для меня поворотным, был для меня очень таким необычным, потому что я переезжаю в Москву, мне поручают целое телевидение, то есть я становлюсь как бы директором целого большого телевидения. Что за телевидение? Телевидение Central Asia TV — это центральное азиатское телевидение. Вот, причем пишется вместе, центральноазиатское, кстати, тогда я узнал, что вместе пишется, не через дефис. Вот, не Средняя Азия, а Центральная Азия. Вот, мы вещали как раз вот на Азию, получается, у нас был полностью Ближний Восток, и диапазон был где-то примерно 250 миллионов человек, ну, зрителей, да, то есть получается. Ваша аудитория? Да. Это был на «Спутнике»? Это был «Спутники», да. Спутниковый канал. Такой СА, да, получается. Значит, там я как раз хотел
Параллельно я еще занимался преподаванием, я еще преподавал различные тренинги. Я любил преподавать тренинги личностного роста, ораторское искусство. Вот, хотя это не видно сбоку, с виду, да, то есть я могу заплетаться, но как бы я могу поставить человека, чтобы он действительно был интересен со стороны. И вот, и в то время я хотел дополнять вот эту свою деятельность какими-то такими вот интересными вещами, то есть видеоконтентом каким-то, да, то есть как бы. Поэтому для меня было неудивительно, что я захотел сделать какую-то программу, да, и которая была бы и полезной, и была бы как-то вот раскрывала бы Полезно меня. с какой точки зрения? Если смотреть конечную точку, чтобы все пошли в ислам. Если смотреть с исламской точки зрения, чтобы все люди развивались. Вот, то есть вот в этом плане. И самое такое, чтобы люди, по крайней мере, что-то познавали. То есть это познавательно и развлекательно. То есть я хотел привнести и юмор, и полезную сторону, и религиозную сторону. Если на центральном азиатском телевидении я как бы, у меня религиозная часть была слегка-слегка добавлена, да, то, допустим, потом она переросла уже, когда вот программа на другой телеканал, там она была уже явная. То есть там уже идет и эксперт у меня уже идет имам, религиозный. Как называется программа, которую сейчас делаете? «Тигры разума». «Тигры разума». «Тигры разума». То есть до этого она была «Осознание» на CTV, потом она перешла уже на Алиф ТВ, и сейчас называется «Тигры разума». Вот. Откуда название «Тигры разума»? Ну, игра слов. Мы очень долго думали с одним товарищем. Есть такой у меня знакомый, Руслан Курбанов, это кандидат политических наук. Значит, интересный деятель. И вот мы с ним долго-долго-долго думали. Он вообще очень любитель интересных названий. Допустим, вот название МРОМ 7-го поколения, вот, допустим, да, которое такое непонятно, 7-го поколения, да, тоже очень такое интересное, в свое время назвал. А вот «Тигры разума» мы с ним долго думали. Знать свои истоки до 7-го колена. С этим связано? И с этим тоже. Вообще в Коране очень много цифры 7, то есть и 7 небес, там, да, и там за 7 дней, там еще, вот. А 7-е поколение, это просто пророк Мухаммад, он говорил, что лучшее поколение будет после меня, после тех, и так он повторял 7 раз. Тут, получается, 7-е поколение, получается, те люди, они как бы, ну, как сказать, говорят, что вот они как 7-е поколение, то есть они как лучшие. Они лучшие, да? Да. Ну, как бы стараются быть, по крайней мере. Поколение Next. Да, и вот тот человек, который как раз придумал это интересное название, вот мы с ним как раз все время думали, и долго-долго-долго думали, надо, чтобы было лаконично, чтобы нам было запоминающим, чтобы было даже вызывающим. И мы вот как бы пришли постепенно к этому. И, кстати, не так давно, до этого я посмотрел фильм, по-моему, «Игры разума», да, то есть. Да, и поэтому, да, а тигр это больше лев, тигр это какой-то такой вот, как бы в исламе любят такой там тигр, лев там, Аллаха, допустим, да, говорят, там, допустим, вот, или тигр там это. И поэтому как бы так вот прошло, что «Тигр разум», почему бы нет? И получается, что такое как бы игра слов. «Тигр разума», вот что-то в этом есть. Я посмотрела несколько выпусков программы, но она не производит впечатления религиозные. То есть очень живо, очень много опросов людей в кадре. И я заметила, что самая популярная программа – это программа, посвященная теме террористов. Ну да, конечно. И она была снята в Крыму. Да. Вот расскажи, что это такое было? К сожалению, может быть, к счастью, мы решили как раз тоже попробовать эту тему, подойти к ней как-то вот так вот интересно. И как раз вот это был новый редактор, новый человек, и вот мы как раз пришли к какому-то такому небольшому хронометражу, к какому-то такому положению. И, кстати, вот можно заметить, что она отличается от других программ, вот как раз вот другой формой, другой подачей. Вот, то есть вот в этом плане. Значит, к сожалению, буквально накануне была трагедия в Петербурге. В Петербурге была, то есть там взорвали, ну, конечно же, какой-то террорист, как будто бы, конечно бы, какой-то мусульманин, и, соответственно, видимо, люди спустя несколько дней, когда появилась наша программа, совершенно случайно, то есть, да, то есть, видимо, начали набирать вот именно террористы слово, мусульмане, и соответственно, появлялась наша программа. Звонит мне, я помню, вот, как только появилась наша программа, вот этот выпуск, звонит редактор и говорит, что Анвар, программа вошла на 38 место в топ-200 по YouTube, то есть, это, получается, популярность, и она в тренде, получается, то есть, есть такое понятие, тренд, вот именно на YouTube. Вот, ну, для нас было большим удивлением. Опрос проводился в Крыму, и ты подходил на улицу города и спрашивал людей, какой был вопрос сформулирован вообще? Есть такой стереотип, что все мусульмане террористы. Как вы относитесь к этому изречению? И какие были ответы в большей степени? Ну, ответы были разные. То есть люди в основном все-таки склонялись к тому, что нет, то есть так как все-таки доминирует здесь ислам, вот именно в татарской культуре, поэтому люди, зная татар, они все говорят, что нет, мусульмане хорошие люди, то есть как бы они нормальные. То есть не было этих стереотипов и не было этих предубеждений? Нет, они были, то есть некоторые девушки говорили, допустим, да, действительно, мы слышим по радио, по телевидению, там, по новостям, что везде и всюду, как бы, если террорист, то появляется слово мусульманин или как-то ислам, да, то есть там в этом плане есть, но когда мы начинали разговаривать дальше, то они все-таки вспоминали своих друзей и говорили, что
тех, кого мы знаем, они все-таки, как один парень сказал, мирнее, чем, именно мирнее, чем те, которые не мусульмане. То есть, ну, так оно и есть, то есть, по большому счету. Настоящий мусульманин, он не будет делать такие вещи, по большому счету, стереотип, который навязан. То есть, ну, здесь идет явное навязывание. Как подбираешь темы для программ? Все-таки религиозная тематика, она кажется немножко ограничивающей. Запишем. Давай. Давай, можно. Сейчас берем еще. С женой советую, скажи. С женой Да. Можно, хотите сказать, Да-да-да. завтра? Я главный редактор. А как подбираешь темы для своих программ? Все-таки, мне кажется, религиозная тематика, она несколько ограничивает, вот там, например, в том, как можно выразить тему, да, записать ее тему. На самом деле здесь большой спектр вообще, куда можно посмотреть. То есть везде и всюду я вижу какие-то вещи. То есть, допустим, я общаюсь с людьми, у меня тут же появляется идея, я тут же сбрасываю редактор. Опять смотрю что-нибудь там, что-то появляется, тут же сбрасываю редактор. То есть у меня постоянно что-то есть. Вот как бы у нас вот на данный момент вот уже около 50 программ, то есть у нас некий такой юбилей уже, программу выпустили. Тем, которые вот лежат у нас в телефоне, так сказать, ну, в загашнике тогда, проще говоря, у нас еще больше, то есть нам очень много. Потому что вот куда ни посмотри, везде и всюду ты видишь какие-то вещи, которые как-то можно отобразить в исламе. То есть Например, вот какие есть темы? Ну, допустим, вот на данный момент готовится программа про Ленина. То есть Ленина. Ленин, Владимир Ульянович Ленин, который лежит в мавзолее, и который, получается, вот, вопрос до сих пор повисший. То есть хоронить его или не хоронить. То есть как к этому люди относятся. Ну, мы уже относимся к таким страшным, по сути, вещам, да, то есть как вот мумия, да, в центре площади лежит, и мы к этому относимся уже нормально. То есть для нас уже как бы Ленин это какое-то такое уже нарицательно уже какое-то такое имя, да, то есть слово. Поэтому как мы к этому относимся, и хотелось бы показать, как, допустим, религия об этом говорит. Поэтому, соответственно, мы здесь собрали просто мнение, что об этом думают люди, да, закончили, что об этом говорит, допустим, религия, и, соответственно, дали людям понять, что все-таки вот есть такая позиция, надо бы с ней что-то сделать. Ну, Нынешнее поколение вообще знает, кто такой Ленин? Вы знаете, для меня стало удивительно, что нет. Не знаю. Не знаю. То есть один мальчик, допустим, ну, может быть, в силу своего возраста, сказал, что вообще там Ленин это президент Казахстана. Вот, то есть, причем живя, как он сказал до этого, я жил в Казахстане, и поэтому я, говорит, уверен, что он, говорит, типа это. Один мне товарищ сказал, что он вообще действующий президент, то есть, как бы, то есть, да. То есть, Ленин. Ну, да, ну, человек из Африки, поэтому, может, в принципе, в этом тоже можем просить. Другой сказал, что он жил в 19 веке. Вот, ну, может быть, из-за того, что 1900, поэтому ему казалось 19 век. Вот, но все-таки есть люди, которые действительно знают, потому что они все-таки выросли в Советском Союзе и знают прекрасно, кто такой Владимир Ильич Ленин. Вообще, какие планы дальше на жизнь, Анвар? Вот от шума больших городов ты сбежал в столичный город Бахчисарай, а теперь живешь и работаешь здесь, то есть работаешь удаленно, получается. Да. И как вообще тебе в Крыму? Ну, вообще, кстати, я хочу заметить, что почему-то меня тянет в столице. Во-первых, я родился в древней столице Западной Сибири, переехал потом в Петербург, в древнюю столицу России, потом переехал в Москву, в существующую столицу России, получается, и сейчас живу... Опять в Стольном Граде в Бахчисарае. Ну, не знаю почему, то есть все-таки как-то судьба складывается, что как-то вот мне вот в таких местах находится именно вот как бы пристанище. Ну, что я могу сказать? Ну, в Крыму мне очень нравится. То есть Крым я люблю и люблю с детства, потому что я, допустим, 2 раза был в Артеке, я приезжал потом еще просто отдыхать в санаторий. Крым я люблю с детства, и это для меня какой-то такой вот уже неотъемлемая часть, то есть себя. То есть я все время видел, что я как-то хотел бы жить в Крыму. То есть я еще, когда был в Артеке, я уже посвящался Крымом, вот, и даже уезжая из Крыма, я как-то все время мечтал вернуться туда обратно. Может быть из-за этого. Вот. Сам Крым мне очень нравится, люди нравятся. И планы на будущее вообще, на самом деле, очень много вариантов, как можно повернуть свою жизнь. Ну, везде и всюду я надеюсь на Всевышнего, и я думаю, что он не оставит меня без своего, так сказать, покровительства. Вот, на самом деле, можно уйти в коммерцию, можно уйти в какие-то предпринимательские вещи. То есть пока что я нахожусь в творчестве и хотел бы находиться в будущем творчестве. Почему? Потому что я все-таки, как ни крути, творческий человек, я родился, как сказать, в такой, даже сказать, можно сказать, творческой атмосфере. Поэтому я вижу себя об этом. Вот. Хотя по документам я везде технарь, инженер. Знаешь, вот ты для меня такой разрушитель стереотипа
о мусульманине, да, то есть о том, каким может быть современный мусульманин. Я не вижу перед собой догматичного, закрытого как бы к другому мнению человека, да, я вижу очень открытого, очень общительного, понимающего в современных трендах и в том, что происходит вообще в мире, и как бы настолько веселого и коммуникабельного, что даже как бы сыграть на гитаре для тебя это очень легко и запросто. Да, да, кстати, я все время тоже вот думал, нужно ли мне вообще продолжать как-то вот именно с гитарой быть, да, то есть как бы Да. вот или не нужно. Я сходил на лекцию одного человека, который сказал, что активность мозга гитариста и активность мозга профессора, ну, так сказать, научного деятеля, да, одинаковая. Такой подумал, да, действительно, я действительно очень быстро думаю. То есть моя мысль опережает то, что я хотел сказать, и еще задолго. Поэтому думаю, дай-ка, пускай это будет, короче. И в итоге я оставил все-таки всех своих гитар, у меня было достаточно много гитар, оставил одну, которая у меня такая боевая, и вот на данный момент она до сих пор еще со мной, и вот даже присутствует здесь. Значит, есть у меня такая серия «Детские песенки в новом амплуа». Значит, в свое время исполнял в стендап-комедии и в комедии Питер ставил. Значит, берем известную вещь, допустим, популярную вещь, кладем на нее слова детской песенки, и получается интересная вещь. Допустим, сейчас вот я исполню для вас известную вещь, которую, я думаю, сразу вы узнаете. Сейчас. Спи, моя радость. Спи, моя радость, усни. В доме погасли огни, в доме огни. Спи, моя радость, усни. Птички уснули в пруду, рыбки уснули в саду. Месяц сегодня на небе не спит, месяц в окошко глядит, глазки скорее сомкни, спи, моя радость, усни. Спи, моя радость. Спи, моя радость. И можно со мной еще спеть. Давайте все вместе! Спи, моя радость. Я не слышу вас, где вы? Спи, моя радость. Браво, браво, браво. Ну а как насчет песен, связанных с Крымом? У меня, кстати, несколько таких песен. Одна такая как бы спокойная, а вторая песня про бахчисарайскую девушку, вот, про мою жену. Я в свое время вот как раз с ней познакомился, буквально после, так сказать, знакомства у меня родилась эта песня. Называется она, по сути, «Зенифе», так она называется. Так и называется. Да, кстати, если нагуглить Анвар Тужуков «Зенифе», то есть можно нагуглить как раз вот мою песню. Да, эту песню. Так, секундочку. Так, вот она. Ага. Эти горы и леса, эти звезды в небесах, эти реки будто шепчут твое имя. Этот ласковый прибой увлекает за собой, и заснул Бахчисарай, твой любимый. О, Зенифе, мысли только о тебе, ты приходишь все ко мне лишь в моих снах. О, Зенифе, вся душа летит к тебе, все красоты на земле в твоих глазах. Полумесяц над рекой все ведет тропой одной, и уходит в горизонт закат игривый. Все тоскует по тебе, тишина царит везде, загрустил Бахчисарай, твой любимый. О, Зенифе, мои мысли о тебе, ты приходишь все ко мне лишь в моих снах. Еще раз. О, Зенифе, вся душа летит к тебе, все красоты на земле в твоих глазах. Все красоты на земле в твоих глазах. Все красоты на земле в твоих глазах. Такая коротенькая песня, коротенькая версия. Теперь я понимаю, почему этот брак состоялся. Устоять перед такой песней, наверное, было невозможно. Анвар, спасибо тебе за интересную беседу.
Действительно, я для себя открыла тебя с новой стороны и посмотрела на то, каким может быть современный мусульманин в этом мире. Я надеюсь, что нашим зрителям было тоже интересно. Я напомню, что это был проект Travel, проект Джанлы Феми. Слушайте, смотрите нас на Джанлы Радио. Корушкинчи.